Саңа жыллағы ақсыя, уғлуччу уратылаға дей. Саңа тұтулар жияға квартираны, бірігіні соқ уратылақ төлібірге ыларға тиетейін. Бастықы төлібір кәмәйе үрбе бірігінтан сағаладар. Крупнейшая ретро-дискотека в республике LM Show приглашает провести яркие выходные в хорошей компании. Для вас всегда любимая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Мощный звук и свет. Зажигательные шоу-программы с участием топовых артистов якутской эстрады. LM Show. Чувства, которые не остывают. Мы приветствуем всех в нашем эфире, дорогие друзья. Арктическая медиакомпания ЧЭ продолжает свое вещание. Меня зовут Евгений Прокопьев, и сегодня в гостях у нас замечательная, красивая, идейная девушка, которая занимается у нас кроссфитом. Это тренер по кроссфиту, я правильно произношу название твоей деятельности, да? Анастасия Верховцева. Всем привет. Настя, привет. Привет. Как у тебя настроение? Все отлично. Готова поболтать. Ну, мы также напомним, что каждый раз, когда выходит арктическая медиакомпания ЧЭ в эфир, вы наполняетесь не только информацией полезной, нужной, но и, конечно же, позитивом. На злобу дня вот такие вот эфиры у нас планируются каждый раз, и поэтому сейчас мы пригласили Анастасию к нам в эфир. Настя, вот тренерство по кроссфиту, что оно дает человеку в общем итоге? Ой, наверное, видеть прогресс в людях. Например, там придет человек, вообще ничего не умеет, ну, ранее ничем не занимался, спортом имеется в виду, и там уже через недели-две уже маленький прогресс у человека. И ты замечаешь, и так, не знаю, такой трепет на душе. Так радостно становится. Кому? Тебе Мне. или... А ему? А ему он не замечает это, пока ты ему не скажешь. Или потом сам через некоторое время человек там скажет: о, типа, я же это не умел вначале, а сейчас умею, типа, из этого разряда. Самому же всегда это как-то сложнее замечать свой прогресс, свой рост там и так далее. И в этом Мне помогает кажется, для этого тренер, да? нужен тренер, да. Ну, не только для этого, чтобы замечать твои успехи, но и технику твою поставить, сказать, где правильно, где неправильно, где дышать, где не дышать. Хорошо. А почему люди приходят к тебе как к тренеру? Думаю, в основном похудеть, испытать себя, попробовать что-то новое. Измениться в лучшую сторону. Измениться, да, поднять выносливость, стать сильнее. Девчонки с таким запросом приходят. Это очень классно. Ты тренируешь только женщин или мужчин тоже? Нет, мужчин тоже. Мужчины тоже ко мне ходят. Ага. И что нужно для того, чтобы созреть в каком-то моменте и прийти, например, к тебе, как к тренеру по кроссфиту? Да просто написать мне и прийти. Не надо там какой-то особенный момент, вспышка воспоминаний, эмоций. Просто захотеть и прийти. Как часто вы занимаетесь? Какой периодичностью? Ну, группы занимаются 3 раза в неделю. У меня расписание понедельник, среда, пятница, 6:30 вечера. Очень удобное время после работы. Где вы занимаетесь? На Чапалова 22/2. Это клуб Тимир Блэк. Ну, кроссфит-зал. Сложно ли человеку неподготовленному прийти в зал и начать тренироваться? Нет, потому что все задания масштабируются под уровень человека. Любое упражнение можно упростить до твоего там начального уровня. То есть совершенно неподготовленный человек, ни разу не занимавшийся спортом, ну, помимо уроков физкультуры в школе, когда-то решает заняться собой, своим телом и приходит к тебе. Да. Начинаем с совершенно простых элементарных упражнений. Никто вас не заставит с первого раза прыгать на короб, там, делать кувырок, отжиматься вниз головой. Вот этого всего нет. Поэтому все так смотрят, боятся, оказывается, именно этого. Как вы можете делать то, что не можете? Это тоже странно же. Никто от вас этого требовать первое занятие не будет. Поэтому не надо бояться, и надо идти, просто прийти к грамотному тренеру. И еще чувствовать себя надо. Есть, например, парни, которые ходят, там думают: вот на меня пацаны смотрят, я должен взять большие веса.
Ну, такое тоже. А пацаны занимаются уже несколько лет подряд, конечно, они Да, он берут. с ними себя сравнивает Ага. и думает, то, что вот надо так делать, а потом ходит с больной спиной. Ну, так тоже не должно быть. Надо себя чувствовать, не гоняться за весами, хорошо заниматься физкультурой. Можно я открою один секрет? Мгм. Я знаю тебя как талантливую журналистку. Ты работала на телевидении, работала на радио, в государственной телерадиокомпании. Как ты пришла в спорт? Кстати, из-за работы. Я работала тогда на спортивном портале sportsaha.com, но его сейчас нет. И мы писали про спорт в Якутии, и открывается новый скалодром. Первый скалодром в Якутске, это во второй школе. И я иду делать про это сюжет. На открытие скалодрома, там торжественно Мгм. все, ленточку перерезали. И я потом попутно там остаюсь заниматься сама. Ты работала на телевидении в то время? Нет, это был сайт. Мы писали про спорт. А, ты рассказываешь сейчас до работы До на работы в ГТРК. ГТРК, да. Это вообще 16-й год был. Ага. И И я ты начинаю так заниматься остаешься. скалолазанием Ага. и попутно работаю. Потом после скалолазания, ну, я до сих пор лазаю иногда. А, Потом я как-то пришла на кроссфит, а до этого еще помимо этого ходила на гимнастику спортивную, потом пришла на кроссфит. Ну, уже с такой примерно какой-то базой, да, так скажем. А почему ты пришла на кроссфит? Хотела попробовать, смогу ли я. Мгм. Ну, как и я пришла на скалодром, как и везде я, видимо, хожу и думаю, смогу ли я это сделать. Ну, оказалось, да, нет ничего невозможного. Спорт всегда ли был он в твоей жизни? Нет. В школе я вообще, как папа мой недавно кому-то говорил, не мне, типа, у нее же справка была. Сейчас спорт, типа, как это произошло. Но у меня была анемия и так далее, я особо там не была спортивным ребенком. Ну и болеющим тоже не была. Ну так вот, закрутилась, завертелась. Вот, товарищи, дорогие зрители, даже если есть справка какая-то от освобождения от физических нагрузок, от физкультуры, да, все равно можно прийти в спорт и добиться каких-то успехов впечатляющих или не впечатляющих, по крайней мере, для себя очень мотивирующих. А потом даже стать тренером, как наши гости сегодня, Анастасия Верховцева, тренер по кроссфиту, рассказывает о своих занятиях спортом, о своих успехах. Есть ли у тебя эти успехи? Ну, на местных Как ты соревнованиях, сама считаешь? я считаю, есть. Мгм. На местных соревнованиях там первые места. Я отбиралась в сборную республики по многоборью ГТО и ездила 2 раза на соревнования. Это в Сочи в команде в составе республики и ездила во Владивосток тоже в команде сборной. Это получается, мы в команде выступали. Вот смотри, сейчас мы видим, как ты Э, поднимаешь штангу. Вот сколько она весом? Это 52. 52 килограмма. Это я ездила в декабре на соревнования в Иркутск. Это был мой дебют как индивидуальный уже спортсмен, не в Ага. команде. Ну, как итог, 15 из 30. Такой твердый середнячок получился. Но я подумала, я почувствовала, что можно соревноваться, оказывается. Там были 30 девчонок из разных городов нашей России. Ну вот ты считай, со всей страны Ну приехали да, участницы. да. э, Там были девчонки, на которых я смотрела сама, когда ездила командой выступать. Я Мгм. смотрела вот на индивидуальных спортсменов и думала, вот прикольно, тоже хочу так. А тут я уже с ними была на одних соревнованиях вместе. Ну, не сказать на одном уровне, конечно, Мгм. но тоже подумала, вот хорошо, буду еще больше тренироваться, чтобы еще поехать на соревнования. Я уже какой-то себе план на этот год сделала по выступлениям. Буду готовиться. Что входит в твои планы? Ну, наверное, поехать в сентябре также на ВЭФ, во Владивосток, как в прошлом году. Но уже хотелось бы как индивидуальный спортсмен, ну, попробовать отобраться, не в команду. Что еще? На чемпионат России, ну, не знаю.
Там интересно тем, что, типа, любой человек может попробовать себя и пройти отборочные соревнования. Если ты их пройдешь, то уже проходишь на сами соревнования. Поэтому, не знаю, вдруг отберусь, вдруг нет. Для меня, человеку, далекому от спорта, Мгм. сейчас вот такое количество соревнований, которое стоит у тебя в планах на этот год, Мгм. конечно, впечатляет это количество. Что дают эти соревнования тебе, как спортсмену? Ну, любые соревнования дают рост, как и в физическом, как и в ментальном. Там, я помню, как я волновалась перед своими заходами. Мне все время крутило живот, и я ходила в туалет по несколько раз. И я надеюсь, что От волнения, Да, видимо. я надеюсь, что стала сильнее и видишь свои какие-то минусы, что надо подтянуть. То есть какая-то определенная черта, планка, Да, до которой ты доросла или должна дорасти, да, вот ты это видишь. да. Именно на Бе- соревнованиях это видно. Без соревнований Без соревнований невозможно, это да? сложно, да, сложно. Хорошо. Теперь давай поговорим об успехах твоих подопечных. Расскажи о них. Ну, ребята мои уже занимаются, ну, без перерыва, да, месяцев 4. Вот девочка одна моя недавно в внутриклубных соревнованиях участвовала в команде с парнями, и они заняли 3-е место. Хотя она ходит всего 3 месяца на тот момент. И, ну, я начала заниматься тренерством именно в группах с прошлого года, с августа. Ну, небольшой срок, да, и я очень рада, что за мной пришли и мои друзья, и мои знакомые. И сейчас у меня группа в основном состоит из друзей и знакомых. Но есть и незнакомые люди, которые ко мне пришли. И, ну, это тоже мне очень нравится, то, что мои друзья как бы меня и поддержали, и им тоже стало интересен кроссфит. И сейчас занимаются. Почему кроссфит? Почему не фитнес? Кроссфит интереснее. Фитнес это скорее тренажерный зал. Ну, кому-то это подходит, да, там монотонно, спокойно, ни с кем не разговаривая, ты там тягаешь железки свои на тренажерах. А в кроссфите ты скорее как коммуна какая-то, там соревнуешься друг с другом, там комплексы интересней. Там, например, тренировка состоит сначала с разминки, потом идет силовая часть, где мы учим технику какую-то ставим, потом идет более такой многоуровневый какой-нибудь быстрый комплекс. Например, там 10 бёрпи, там те же прыжки, скакалка, и это все вместе по очереди. Это минут на 10. Получается, ты за 45-50 минут, ну, приходишь на тренировку, очень много захватываешь. Еще этим нравится людям кроссфит. Разнообразием, то Да. есть, да? Конец мы заканчиваем растяжкой, там, табата и пресс и так далее. Поэтому людям, которые хотят именно многосторонне, да, развиваться, им это очень подходит. Прийти за час сделать очень много всего можно успеть на самом деле. Чем один ты пойдешь в тренажерку, полчаса будешь ходить, что тебе поделать, ждать очередь, кто там займет тренажер твой, который ты знаешь. И тут уже А тут ты пришел к тренеру, который все тебе расписал. думать не надо. Ты уже знаешь, что тебя ждет. Мгм. И каких-то результатов уже, на какие-то результаты уже надеешься, да? Дорогие друзья, у нас тренер по кроссфиту Анастасия Верховцева в гостях. Мы говорим сегодня о спорте, о полезности спорта для нас, в нашей жизни вообще. Сейчас мы прерываемся на короткую, очень короткую рекламу. Не переключайтесь, далее мы продолжим. Zaman sayın kelbiden Aymaha cammuhut verenler Aymaha cammuhut verenler Oh kayın
Я напомню, у нас в гостях тренер по кроссфиту Анастасия Верховцева, которая уже сколько лет занимаешься спортом, именно вот тренерством? Именно тренерством с прошлого года. А в кроссфите 3 года я. Уже 3 года. Мгм. Ну, наверное, спорт, занятия спортом, в частности кроссфитом, некоторые рассмотрят как возможность для похудения. Эм, За сколько можно похудеть? За сколько можно скинуть там десяток килограмм? И надо ли вообще? Ну, именно на кроссфите похудеть. Похудеть, да, люди могут. Потому что у тебя растет именно твоя ежедневная какая-то активность. И даже за счет этого ты, за того, что ты начинаешь больше двигаться и больше сжигать калорий, ты похудеешь. Но если ты будешь жрать очень много, Сжирать очень много калорий, да? очень много еды, Ага. то нет, ты не Ну, похудеешь. по поводу еды же у вас тоже есть какие-то там рамки, какие-то... Ты расписываешь план, как питаться? Нет, мы только тренируем. Мгм. Но если там ребята спрашивают, конечно, я там посоветую, проконсультирую, там, какие добавки можно, что, чем поужинать лучше. В основном ребята нас такое спрашивают. Мы же тренируемся вечером, Мгм. вечером прийти, что поесть. Надо нормально поесть. Вообще похудеть, ну, худеть всем, я думаю, не нужно. Если тебе удобно, зачем тебе худеть? Вообще вот такой культ сейчас, да, есть какой-то, то, что ты К должен быть похудению. худым, Ага. там, худосочным, стройным. Скорее надо быть здоровым. Вообще у людей представление именно худого, здорового человека, да. Нет, не худого, а вообще здорового человека у всех разные. Ты можешь быть здоровым и с маленьким животиком, с этим же целлюлитом, И прожить 100 лет. да, и чувствовать себя здоровее, чем вот этих худосочных, например, сухих людей, сухими Мгм. телом. Наоборот, достичь такое тело, конечно, можно. Вот его удержать еще сложнее. Поэтому здоровый человек, который занимается ежедневно, там, следит за питанием, он выглядит не таким, как вот мускулистые тела сухие в Мгм. Инстаграме, в интернете. Вообще не так. Но сейчас же это, ты сама сказала, что это как культ, да? Возведено в культ какое-то здоровое тело, занятие спортом, и вот везде с социальных сетей, с экранов телевизоров на нас смотрят такие подтянутые спортивные Мгм, личности. мгм. Вот, поэтому люди и стремятся. Но в этом же нет ничего зазорного. Ну, нет, но я считаю, не надо себя, как сказать, Насиловать. насиловать, мучить, чтобы быть таким. Еще у людей у всех своя, ну, другая физиология, да, у тебя Мгм. тело изначально не может быть таким. Или тебе нужно больше всего усилий, чтобы стать таким. Надо стремиться быть просто здоровым, активным, там, чтобы ты не поднимался на второй этаж с отдышкой, там, чтобы такого не было, чтобы суставы были здоровые. Вот скажи, То, что много тренироваться, это тоже не есть хорошо. ага. Ну, как бы, если ты тренируешься так же, насилуешь себя, там, 5 раз в неделю тренируешься, нормально не питаешь себя, еще и ограничиваешь, это больше в убыток идет, чем тебе в плюс и В здоровье. чем может проявиться этот убыток? Ты начнешь кряхтеть, умрешь в 50 лет. Ну нет, ну ты так долго не протянешь, я имею в виду, так Это был черный тренируешься. юмор Анастасии. Ты можешь, может быть, изначально там будет какой-то результат у тебя, Мгм. но ты так долго точно не протянешь. Это поймут все девчонки, которые, например, худели на голодании, там вот они увидели там полоску пресса на животе, там чутка похудели, а потом ты все равно начинаешь кушать. Это все быстро, быстро улетучивается. Ну А вот, надо работать, чтобы был долгосрочный результат, чтобы ты постепенно к этому шел, а то не есть за две надо... недели до лета решил похудеть А, для кстати, купальника. скоро весна. Скоро весна, да. Лучше На- сейчас начать заниматься, хотя Мгм. бы вот группе заниматься. Там никто вас насиловать не будет, требовать больше, чем вы можете. Лучше в своем темпе это делать, начать там питание чуть-чуть корректировать, да. Мгм. Это не значит то, что все, кушаем на 1200 калорий, нельзя ничего.
А если вы не хотите заниматься, а просто похудеть, можно просто поработать над своим питанием. А, убрать там чуть-чуть сладостей, но не полностью убирать, чуть-чуть срезать, но все равно кушать. Ничего себе запрещать нельзя. Ну, я так считаю, и именно по своему опыту тоже могу так сказать. Потому что какие все запреты ведут к тому-то, что ты все равно это сделаешь рано или поздно. То есть удержать вот этот вот результат гораздо сложнее, чем достичь его. Это ты хочешь сказать, да? Нет, я хочу сказать то, что надо брать это дело как похудение, да, как долгосрочный проект. Мгм. Не так, что ты до лета это решил сделать, похудел и все. Дорогие друзья, кстати, уже настала возможность вам задавать вопросы нашей гости. Анастасия Верховцева у нас сегодня в гостях, тренер по кроссфиту. Занимается с различными группами людей, подготовленными и неподготовленными. Пишите, задавайте свои вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Ну, а для Насти у меня такой вопрос уже личного характера. Вот мне надо похудеть, как ты думаешь? Я думаю, нет. Слава богу. А по каким параметрам ты это определяешь? Не знаю, хорошо выглядишь. Спасибо. Я бы Спасибо. не сказала. Ну, я помню тебя таким еще, когда мы работали вместе. И вот Настя открыла еще один секрет. Да, действительно, мы работали вместе в государственной телерадиокомпании Саха. Это Вести Саха. Мы работали на Радио России. Но до этого, до прихода на радио, Анастасия работала на телевидении, телевизионные выпуски Вести Саха. Вот делала сюжеты, корреспондентом была. Ведущая эфира была? Или нет? Корреспондентом была. Только корреспондентом, да? Ну, и как тебе впечатление от твоей работы нравилось? И за что нравилось? Конечно, нравилось видеть конечный итог, да? Мгм. Но сейчас понимаю, какой это стресс, Ответственность. ответственность, да. Там, гость слетел, тебе надо уже думать. Надо было выпуски каждый день. Я вот восхищаюсь людьми, которые это делают несколько лет и работают так. Мгм. Потому что это большая ответственность. И, наверное, со временем у тебя уже нарабатываются какие-то вот эти связи, да, и все равно вот это потом на тебя уже работает. Ну, согласись, так и есть Связи, же. опыт, а потом Да, уже люди сами обращаются уже к да. тебе как за помощью. Как сегодня я обратился к Насте тоже за помощью побывать, ну, с одной стороны, конечно, и ты мне помогла же побывать гостем в нашем эфире. Я надеюсь, может быть, когда-нибудь у тебя созреет такая идея, что тоже будешь проводить вот здесь, на этом же месте, эфиры уже с другими гостями. Как ты на это смотришь? Положительно. Было бы неплохо. Давай вернемся к твоей основной деятельности. Вот спорт, тренировка по кроссфиту, это твоя основная деятельность? Нет, это скорее как хобби. Мгм. Сама я работаю сейчас в газовой компании. Занимаемся монтажами Мгм. частных домов. Ну, Проводите газ, да? То проводим есть, газ, да. ага. Вот. Ну, сейчас, видимо, не сезон, зима. Сейчас не сезон, сейчас зима. Начнется, наверное, с весны. И давай вернемся в начало нашей беседы. Мгм. Мы много узнали о том, чего добиваются твои ученики, каких результатов ты стремишься, чтобы они добились. И вот смотри, чтобы прийти к тебе, во-первых, о чем нужно подумать в первую очередь? Хочешь ли ты попробовать что-нибудь новое? Мгм. А если не новое, просто прийти, попробовать, испытать себя, познакомиться, может, с новыми людьми. Сейчас многим, мне кажется, это тоже нужно. Там новое общение, Все-таки это же новый команда, круг, да? да. Круг Вот общения. все равно там не занимаетесь молча. Все Мгм. равно там друг с другом общаетесь. Это круг единомышленников, Да, которые да. собрались вот для Многие поддержания группы, здоровья. ребята, да, Мгм. вот у других тренеров
они уже там занимаются годами, они там вместе проводят корпоративы, вместе куда-то ездят. И это уже такая группа людей, да, которые видятся почаще, чем там, можно сказать, с семьей. Да. Ты видишь их ну, каждую неделю, по 3 раза в неделю. Мгм. Вот эта девушка в синей футболке, видимо, хороших результатов добилась. И тоже возвращаясь к началу нашей беседы, вот таких результатов, вот как мы сейчас увидели, люди тягают штанги, берут большие веса. а, За какой период можно добиться вот этого всего? Если не пропуская, а регулярно заниматься, ну, не могу так точно сказать. У всех же подготовка разная. Мгм. Там, например, может прийти человек, который раньше занимался спортом, потом был перерыв там года 2-3 и пришел. Если ты вообще ничего там тяжелее рюкзака не поднимал никогда, то, конечно, ты начнешь совсем там сначала с палочки, потом чуть потяжелее, там 5 килограмм, потом 10-15. Все по твоей подготовке, там как ты будешь заниматься, я посмотрю, скажу, можно тебе или нет. Мгм. Мгм. Играет ли роль генетика? Генетика? Думаю, да. Особенно это сейчас как шутят в интернете, да? Вот девушка качалась лет 5-6 и наконец-то я стала сильной, как 15-летний парень. Наконец-то, типа, вот из этого разряда. М, Поэтому, да, это имеет вес. Ну, еще надо, это же труд, упорство. Если ты захочешь, ты сможешь. Но может, у тебя будет чуть длиннее путь твой, мгм. может и короче. Так что, друзья, те, кто хочет обрести форму к весне, очень скоро, К лету давайте. ну, весной тоже ездят Ну, у нас весной. на моря, отпуск у некоторых тоже весной начинается. Ну и летом особенно, конечно же, нужно держать себя в форме. Слушай, у меня сейчас в общении с тобой возникло очень большое, например, желание уже записаться на какую-то группу, Мгм. прийти к тебе и начать чем-то уже заниматься. Хотя ты сказала, худеть мне и не надо, но поддержать себя в Да, какой-то форме нужно, наверное, всем обязательно, да? да, да. И никто не сможет перекачаться, вот как девчонки думают. Что ты будешь ходить Мгм. И и резко стану как станешь, Шварценеггер, да, да? резко станешь качком. Все мечтают об этом, но это очень трудно. Даже парням трудно это сделать. Я не думаю, что девчонки смогут такое сделать с собой. А чтобы быть в такой форме, как Сильвестр Сталлоне или Арнольд Шварценеггер, что нужно делать для этого? Они же всю жизнь занимаются спортом. И поэтому у них такие вот Да, мышцы, да? Ну, да. естественно, не сейчас мы рассматриваем на них, а в самом расцвете их творческой карьеры, когда вот эти фильмы, в которых они снимались, были М, культовыми. Я, знаешь, к чему веду? Там, наверное, не только занятия спортом, но и употребление каких-то И, химических скорее всего, препаратов. конечно, да. Не без этого. Но это же вредит. Ну, там уже у всех свое мнение. Твое здоровье и твое тело. Ты можешь что-то делать. Ну, у меня такого опыта нет. Не могу об этом что-то сказать. То есть ты за свою карьеру спортивную никого не перекачала, да, вот в таком смысле, как боятся твои вот некоторые подопечные. Конечно, нет. Нет. Ты поддерживаешь в форме. Давай поговорим о тебе вообще в жизни. Чем ты увлекаешься помимо спорта? Помимо спорта, ох, я люблю играть в видеоигры. В свободное время. В Разгрузка свободное такая, да, время. Да. эмоциональная. Ну, не знаю, как-то все вокруг этого, вся моя жизнь закрутилась. У меня друзья тоже активные. Мы летом ездим лазать на Иланку, скалолазание. На великах люблю Ну вот это кататься. более продуктивное, видимо, занятие. Да, на великах люблю кататься. Что еще? Такой активный отдых мне больше нравится. Но дома валяться я тоже люблю. А из еды что ты предпочитаешь? Все. Ты ешь все. И своим подопечным в спортивном клубе тоже можешь дать такой совет, что Можно кушать можно все. кушать все. Да.
От сладкого до жирного, Да, от да. перченого до соленого. Конечно, и в кино чипсы взять. Оно не навредит. Потом э, набрал форму хорошую, а потом вместо формы набрал вес. Ну нет, от одних чипсов ты не можешь набрать вес. Так не работает. А- Надо годами так питаться, чтобы плохо было. а- Надо а, балансировать между вот здоровым питанием и между чипсиками и курочкой KFC. Вот. Как ты сильно это сказал. Просто. Писать в цитаты. Да, цитата Анастасии Верховцевой. Смотри, ладно, вот питание человек, наверное, сам должен смотреть, чем питаться. Он, наверное, сам почувствует, что нужно ему употреблять или нет. Как ты считаешь? Ну да, думаю, да. Или, если не знаешь, просто добавить больше овощей в свой рацион. Мгм. Ну, нам никуда сложно с этим кушать овощи. То есть, в принципе, и такой выбор небольшой, да. Поэтому просто больше овощей добавить. А как ты относишься к тому, что на севере нужно мясо? Вот больше и рыбы. Ну, кушай мясо и рыбу. Это же Действительно ли оно так? Это, я думаю, да. Я сама люблю очень мясо и рыбу. Я даже не представляю, как еще и сырое мясо. Потому что приезжаем мы, допустим, куда-нибудь в гости на Черное море Мгм. к своим друзьям или в гости в Москву, в центр России куда-нибудь или, ну, за границу, но питаются же одними сплошными овощами, редко-редко, когда у них там сухая куриная Ну, у грудка. них там не только овощи же. У них там есть и орешки, это жиры твои, Мгм. там, белковые продукты. Они тоже все это принимают на самом деле. Ну, кушают, имеется в виду. Просто для нас это кажется чем-то другим. Вот смотри, Одна зеленушка. Зеленушка, помимо питания, Мгм. что нужно еще для контроля человеку над собой? Да нет, не надо никакого контроля. Расслабьтесь, живите свою жизнь, радуйтесь. Вся жизнь не вертится вокруг твоего внешнего вида, Мгм. твоего питания, или твоего режима дня, твоих тренировок. Это вообще не так. Это же просто такой вспомогательный элемент. Надо жить, наслаждаться жизнью, путешествовать, знакомиться с новыми людьми, вдохновляться кем-то, мотивироваться и работать над собой ради новых эмоций. Ну, я так считаю. Хорошо, ты рассказала о своих планах на этот год. Мгм. Они у тебя грандиозные, там и соревнования, там и что еще было у тебя в планах? Дай бог, чтобы они все сбылись. Мгм. Спасибо. И пожелай что-нибудь нашим зрителям. М, Будьте на чиле, на расслабоне. Не надо так от себя много требовать. Что еще? Любите себя и бережно относитесь. И приходите заниматься Да, если хотите, к приходите ко мне Анастасии на Верховцевой. тренировки. Познакомимся. Первое занятие пробное, бесплатно. Поэтому Как тебя можете найти? попробовать Ага. в Инстаграме Анастасия Верховцева, Настя Требиани. Можете прийти и попробовать себя. Ну, если не понравится, не понравится. Это не для всех все равно. Мгм. То есть пришел человек, и еще не факт, что он останется. Ну да, Почему? для этого и есть пробное занятие. Ага. Ты А пришел, по попробовал. какой причине может он не остаться? Ну, вдруг для него будет тяжело. Или вдруг ему не понравится зал. Или местоположение. Или я там, например, не понравлюсь. Все равно же есть вот этот матч между людьми, должен же происходить. Мгм. Это тоже есть. И не может всем нравиться человек все равно. Поэтому приходите, попробуйте. И может быть, вы останетесь у меня. Хорошо. Вот пришел к тебе человек, ну, с, допустим, ярким намерением таким остаться, тренироваться, продолжить это все Мгм. на регулярной основе. Мгм. Ам, Какие требования ты предъявишь ему вот в первую очередь? Что он должен будет делать? Ну, лишь бы не пропускал занятия, и все.
как-то вот совмещать свой активный отдых с питанием, еще ну, с образом жизни вообще в целом. Что ты должен в этом поменять? Ну да, чуть немножко, если он хочет прям каких-то таких результатов, да, Мгм. то да, конечно, лучше подойти к этому комплексно. И ходить на занятия. Друзья, мы напоминаем, у нас в гостях сегодня была Анастасия Верховцева, тренер по кроссфиту. И мы с Анастасией просим не путать кроссфит с фитнесом. Вот видишь, я далекий человек, путаюсь в этих терминах с фитнесом. Мгм. Еще раз напомни, чем они отличаются. Ну, кроссфит это тоже фитнес, но многофункциональный, который включает в себя и гимнастику, и тяжелую атлетику, и пауэрлифтинг, и это все как-то скопом подается там на занятиях. Мгм. Ну что ж, желаем тебе, Настя, дальнейших спортивных успехов, благодарных подопечных, чтобы были результаты, чтобы росли твои группы, чтобы твоя деятельность, она в этом году, по крайней мере, принесла пользу очень многим людям. Спасибо. Спасибо тебе за то, что ты была сегодня у нас в эфире. И до встречи, до новых встреч, так сказать. Друзья, мы сейчас прерываемся на короткую рекламу, а далее вас ждет тоже очень интересный гость. Zaman sayın kelbiden ay mahacam muhut verenler ay mahacam muhut verenler oh kaydir oh kaydir oh kaydir oh kaydir. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Арктическая медиакомпания ЧА продолжает свою работу, наполнять вас информацией и, конечно же, позитивом. У нас в гостях сегодня Юлия Ефимова. Я рад представить, солистка государственного вокального ансамбля «Тоймада», замечательная исполнительница, певица. Юлия, здравствуй. Здравствуй. Ну, давай начнем наш с тобой разговор. Вот с какого возраста ты начала увлекаться музыкой вообще? Вообще петь я любила всегда. Даже когда еще и не умела говорить, мне родители рассказывали, что я пела на своем языке, сочиняла песни. И моя мама сама всегда выступала. Все концерты проходили с ее участием. И мы с ней выучили песню про маму Ие Барбола. И я в первый раз вышла на сцену в 6 или 7 лет. И тогда меня заметила учитель музыки нашей Мегиналданской музыкальной школы. Ты родом И всё. из Да, Мегиналдана, Тампонский Тампонский вуз, вуз. Мегиналдан. У нас есть замечательная музыкальная школа. И я там занималась у Комиссаровой Марии Николаевны. Уже начали готовиться к конкурсам. Тогда вот «Полярная звезда» набирала популярность, конкурс республиканский. Там участвовали, ну, в общем, так. Какие были твои первые впечатления от первого выхода на сцену вообще? В 6 лет, ты сказала. Да, в 6 лет я вышла с баяном, поэтому мне проще было, чем с фонограммой. Петр Петрович Колодезников, директор музыкальной школы. В общем, я так-то не помню. Может, я волновалась, я смотрела вот это видео. Недавно мне родители отправляли. Вроде как нормально выступила. Справилась. Да. Ага. Вообще, какую музыку ты любишь в Ой, жизни я слушать? очень люблю нашу якутскую музыку. Ага. Вот в машине, дома я в основном слушаю якутскую музыку. Ну и в последнее время стараюсь классику тоже слушать. Потому что я раньше больше была эстрадной, как певица по образованию. И любила слушать эстрадные песни. Но сейчас я работаю более такой. Ну, мы исполняем и академические песни, поэтому стараюсь там тоже слушать.
доросла до классической музыки, да, в конце концов. Да. Какую классику любишь? Ой, ну разные. Я только вот начинаю слушать, так-то не назову кого-то прям одного. В основном я люблю лирическую музыку. Лирические песни наши, якутские и русские люблю слушать. Хорошо, ты солистка государственного вокального ансамбля Туймада. Ну, об этом мы еще поговорим, о твоей деятельности, о твоей профессии, о твоей работе, в конце концов. А до прихода в Туймаду, чем ты была занята? Ой, можно сказать, я искала себя. Я пробовала себя и в бизнесе. Открыла магазин женской одежды. Я работала в школе учителем музыки, организатором. И еще хотела поступить в медицинский. Я прошла курсы косметолога-эстетиста. Потом планировала поступить в среднее медицинское. Но так случилось, что меня подруга в буквальном смысле потащила на кастинг Туймады. Как это случилось? Я утром мою окна, ничего не подозревая. Она мне звонит. Ничего не предвещало. Да. Она мне звонит и говорит, вот ее пригласили на кастинг в государственный ансамбль Туймада. И как бы и одной не хотелось ехать. И она меня позвала с собой. Говорит, Юля, ты же тоже поешь? Пошли вместе. И мы поехали туда, и меня взяли. А ее? Нет. А ее не взяли? Да, но она больше фольклорная певица, и она сейчас работает, учится. Но она не сильно расстроилась в тот Нет, момент. нет. И что для тебя означает работа в государственном вокальном ансамбле Туймада сейчас вообще? Работу я очень люблю свою. Вот для человека очень важно вот любить то, что у него в жизни происходит. Да? Любить семью, любить работу. Вот тогда человек ощущает себя счастливым полностью. Если ты каждый день ходишь на работу, которая тебе не нравится, конечно, полноценного счастья ты не ощутишь от этой жизни. Поэтому я очень рада, что я именно в своей стихии, потому что я музыку люблю, концерты тоже люблю, наши гастроли тоже. Меня все устраивает. Ну, как сказал Генри Форд однажды, что занимайтесь любимым делом, Да. и вы не будете работать ни одного дня в Вот, жизни. Искренне поздравляем и рады за тебя, что наконец ты нашла себя и занимаешься тем, чем предначертал Бог Да. свыше. Но все-таки, наверное, какие-то сложности есть в работе. Все-таки это ответственность большая, государственный ансамбль. Ну, сложности. Расскажи о них. Первый год, когда я только поступила на работу, мне дают вот такую пачку нот, Мгм. и надо выучить партии. Вот сложности в том, что репертуар у нас очень широкий, там прям сотни песен надо выучить, и слова, и свои партии, да. А еще сложности какие я могу сказать? Ну вот гастроли, сложности именно потому, что я как бы еще мама, да, у меня сын, и в этом плане, ну, я бы не сказала, что слишком поздно, сложно. Мгм. Так, на этом все. И в этом все сложности заключаются. Да. Количество нот Да, успевать все выучить, запоминать и оставлять слова, партии, сына, когда ты уезжаешь на да, и гастроли. с кем-то оставлять ребенка, когда уезжаю на гастроли. Ты творческий человек, и, судя по всему, ты чрезвычайно творческий человек. Творческому человеку, да и не только творческому, нужны какие-то источники вдохновения. Чем ты вдохновляешься в жизни? Вдохновляюсь музыкой, слушаю любимую музыку. А еще, ну, я такой человек, когда вот чувствую и природу, и погоду, да, когда солнечная погода, у меня какая-то вот муза тоже появляется, да, когда дождливая. Люблю природу, ездить в походы, горы. Ну, всем можно вдохновиться. Благо для этого есть, наверное, возможности у нас, да, в республике. Да, у нас очень красивая природа. И ты родом тоже из невероятно красивого Улуса, района. Да. Тампонский Улус славится своими тоже местами очень красивыми. И, наверное, из-за этого это у тебя в крови, наверное. Какие планы на этот год, Юля?
Этот год планы. Также продолжать работу. Хотелось бы, кроме ансамбля, еще сольными песнями заняться, найти какие-то авторские песни, которые раньше не звучали, да? Вот такие планы. Вот, товарищи зрители, если вдруг кто-то из ваших знакомых или вы сами пишете песни, сидит профессиональная артистка, певица, которая вот у которой есть сейчас возможность заявить о том, что нуждается она в авторских песнях. Кстати, те, кто, может быть, хочет петь или вдруг, ну, любит петь, какие-то, может быть, ты порекомендуешь упражнения или дай мастер-класс какой-нибудь. Вот как хорошо начать петь? Сейчас, ну, благодаря интернету, да, очень много уроков есть. Прям вот можете поискать, там бесплатные уроки есть, распевки. Голос же это все равно мышцы, надо их и его тренировать. То есть каждый день петь, начинать с простых распевок и повторять за любимыми артистами, да, учить песни, пробовать сначала дома петь, можете там в праздниках начать выступать, а можно найти себе преподавателя. Вот, например, я пару раз занималась у Натальи Викторовны. Это кто? Наталья Викторовна Стручкова – это наш учитель. Сейчас она хормейстер театра эстрады. И в Якутске очень много хороших педагогов. Можешь найти себе педагога и уже как-то профессионально заняться пением. А ты сама не преподаешь? Я не преподаю. Времени нет или по другой причине? Ну, как бы это не мое преподавать. Ну, я в школе работала учителем музыки. А сейчас я нет, не преподаю. Ага. Человек никогда не пел, допустим. С чего ему начать? Начать с распевок. Правильное дыхание нужно. Дыхание очень многое зависит от дыхания правильного. Найти свой репертуар, песни, которые подходят вам по диапазону, по тональности, да, по характеру. И уже начинать петь. Я, например, когда какую-то песню новую начинаю петь, записываю себя на диктофон. Записываю, потом слушаю, как это звучит, как это у меня получается. Такие у меня рекомендации. Мгм. Может быть, покажешь парочку распевок каких-нибудь, чтобы войти в свою тональность, чтобы быть подготовленным. Вдруг попросят, сейчас вот я собираюсь на какой-нибудь праздник или посиделки, вдруг попросят там спеть, или надо что-то исполнить. Что порекомендуешь? Я вкратце расскажу, как я распеваюсь, да, дома. На работе у нас распевает хормейстер. Расскажи и покажи. Но я без инструмента там тут сложно будет, поэтому я вам расскажу. Сначала прогрев У меня голоса. в телефоне есть синтезатор. Давай откроем. Давай. Сначала как бы прогрев голоса, надо закрытым ртом замучать. Ой, это вырежете. У нас прямой эфир. И играя гаммы по нотам, Мгм. надо повторять в тональность пианино, да? Сначала закрытым ртом. Давай попробуем вместе. Потом можно уже с открытым ртом, да? Ми нужно говорить. Ага. Вот И? так вот. Ну и вот так вот по всей клавиатуре, да, можно Да. туда-сюда. Сколько ты рекомендуешь по времени заниматься? Распеваться? Распеваться Ага. минут 10 перед выступлением, да? Ну, в принципе, это не так уж и много же. Да. Ага. Хорошо, помимо музыки, вот чем ты увлекаешься еще в жизни? Я люблю рисовать. Я хотела Ух поступить ты. в художественный, но меня туда не взяли. Я пошла в АГИКИ. Я закончила художественный класс в музыкальной школе. Потом пошла сразу в высший, хотела поступить в АГИКИ.
Но там я школу в 16 лет закончила. А там сидели дяденьки бородатые, они после училища. И, конечно, меня не взяли, сказали, порекомендовали поступить в училище. Но я в тот же день пошла на другой кастинг театра эстрады. Там Юрий Егорович Платонов, заслуженный артист России, народный артист Якутии, там проводит кастинг, сказали. РТМИ, Республиканская творческая мастерская эстрадного искусства. Я туда пришла, а мне сказали, кастинг уже закончился. Я уже стою там, чуть не плачу. Потом меня, видимо, пожалели и сказали подключить обратно аппаратуру. Сказали, ну, исполни одну песню, послушай. Я спела. Я пела там песню Павла Семенова «Күйіне таптың» про осень. И мне поставили 100 баллов. И взяли. Вот так я в один день и расстроилась, и обрадовалась. Юля, расскажи о своих... Блин, вот когда запись, вот всегда так. Да, и я ненавижу запись. Юля, самые большие успехи ансамбля, вот, допустим, за прошлый год, какие можешь отметить? Ну вот осенью, 25 ноября, мы съездили на фестиваль. Фестиваль «Россия-Восток» называется. Там собрались более 50 стран и регионов России. И наш ансамбль, молодой состав, который туда ездил, занял первое место, стал лауреатом первой степени. Да что? Да, с денежной премией. Сколько было участников вообще? Участников было очень много. Сначала был заочный тур, а потом оттуда пригласили на очный тур какую-то часть. Это очень радостно, очень ответственно. Мы поздравляем искренне тебя и, конечно же, весь состав государственного вокального ансамбля Туймаады. Может, споешь что-нибудь нам напоследок? У нас скоро эфир заканчивается, через несколько минут. Хотим послушать песню. Что же вам спеть? Давайте спою «Сыгылар сырдыктар». С удовольствием. Сыйлар сырдыктар, чараңнар нағылар, андойду сүйіктер кыз, таңына, сүйіктер кыз керете, кырпаға соқ ырас, сүйіктер кыз керете, қарна менен күте. Браво, браво, браво. Ну что ж, твои пожелания, Юля, нашим зрителям. Год только настал. Позади новогодние праздники, Рождество, справили старый Новый год даже. Впереди целый год. Что ты пожелаешь нашим слушателям и зрителям? Ну, во-первых, крепкого здоровья. Это замечательно, когда вы и сами, и родители, и дети, все здоровы. Во-вторых, я пожелаю вам удачи в работе, успехов, чтобы ваши все желания сбывались, благополучия. Пожелаю много-много счастья и радости. Давай еще пожелаем мирного неба нашим всем зрителям. Ну что ж, дорогие друзья, с нами была солистка государственного вокального ансамбля Туймаады Юлия Ефимова, замечательная певица, замечательный человек. И вел этот выпуск Евгений Прокопьев, ваш покорный слуга. Присоединяйтесь к нашим остальным эфирам. Мы желаем всего самого-самого наилучшего от всего коллектива медиакомпании, арктической медиакомпании ЧЭ. До новых встреч в эфире. Саңа жыллағы ақсыя, ұғылытчу ұратылақ әді. Саңа тұтулар жияға квартираны, бірігіні соқ ұратылақ төлібірге ұларға тиетейін. Бастықы төлібір кәмәйә үрбе бірігіттен сағаладар. Крупнейшая ретро-дискотека в республике LM Show приглашает провести яркие выходные в хорошей компании. Для вас всегда любимая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Мощный звук и свет. Зажигательные шоу-программы с участием топовых артистов якутской эстрады. LM Show. Чувства, которые не остывают.